Вот, а мама в лагере, и с ней тоже такое трудное общение, и тоже о ней не говорят. Так вот, в 50-й год, когда мы туда приехали, я тоже запомнил двумя моментами. То, что мы из этой, нет, тремя, из 17-метровой комнаты мы попадаем в квартиру, по-моему, 7-комнатную. Огромная квартира. То есть она сравнима со всей нашей квартирой, и, может быть, даже больше, в которой мы живем в Москве. А тут они живут втроем. Юзик, Иосиф Иосифович, его жена, не могу сейчас вспомнить. Ольга. Ольга Михайловна даже, по-моему. Могу наврать. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Феликс, может быть, помнит лучше. И сынишкой, который мне чрезвычайно понравился. Он на 2 года приблизительно младше меня. Он так понравился, я ему так понравился, что он, играя со мной, не пошел в туалет и обкакался. Вот это был первый такой момент. Но я не об этом хочу, а о квартире вспоминаю. И ну ладно, квартире, 7 лет ребенку, да? И в этой квартире, значит, ванная огромная, в которой он тоже чуть не утонул. Потому что он перегнулся через нее, и голова его в воде, ноги болтаются здесь. Причем я как-то участвовал в вытаскивании него. А мебели практически нет, как ни странно. И поэтому, может быть, к неудовольствию той же самой Марии Петровны, моя мама и Игнась, они спали в одной кровати валетом. Не знаю, как сейчас люди знают, что это такое. Ну, я с Эллой спала валетом-то, когда наша семья стекалась в городе Симферополе. Кстати, не понимаю, почему девочка могла спать валетом. Ну вот, а мне это как-то удобно казалось. Ну, да. Не знаю. Во всяком случае, у тебя перед носом ноги другого человека. Я считаю, что лучше уже. Нет, ну у меня, когда я с Эллой, я же так, господи, мне там 4 года, да, а Элле 18 там, то есть. Ну вот почему валетом-то? Ну вот так мы спали, ну никаких там ног под носом не было. Это вот если разный рост, то не будет у тебя нос понятно. Под ногами. И более того, вот при этом валетном существовании еще я где-то там помещался. То есть было что-то очень широкое, да, причем что-то вроде топчана, а мебелировки не было. И в таком состоянии была большая часть Риги, брошенные квартиры, пустые, пустовавшие. А потока из коренной России не было. Вот люди почему-то боялись ехать в Латвию. Не знаю почему. Во многом это было связано с тем, что там еще продолжались действия лесных братьев, так их называли, по крайней мере. То есть они продолжали сопротивление года до 56-го. И первое, квартира огромная. Второе, мы оказываем на Рижском рынке, который, чтобы, надо себе представить эту историю, в Риге были организованы дирижаблестроения, и там были построены ангары для дирижаблей. То есть это вот в России, Латвия была местом развитой промышленности, самой разной. Да. Легкой промышленности, но и машиностроения в частности. И там пытались строить дирижабли. Были ангары соответствующие. И в этих ангарах организовали рынок. И на этих рынках продавали муку на рынке, масло, творог, сыр. Это потому, что в Москве ничего этого не было на рынке особенно, но и в магазинах, только в Елисеевском все это было в достаточном каком-то разнообразном. Ну, вы тоже рядом с Елисеевском. Это правильно, но в целом, чтобы вот так, приходишь, масло, пробуешь одно, другое, все перед тобой лежит, это, конечно, было поразительно. То есть, при том, что уже советская власть пришла, а Латвия жила по-другому. Более того, когда мы приехали, там масса кафе было, куда можно было зайти попить кофе со сливками. Тебе подавали сливки отдельно. Это в Москве это было немыслимо. И они сохраняли еще школу официантскую, они еще не переродились, не стали советскими официантами, еще не успели. Ну подожди, а в Москве что, не было официантов, что ли, и ресторанов? Маленьких кафешек, где ты мог просто выпить чашечку кофе со сливками, такого не было. Ты уж приходи либо в столовую, где по меню ты выбираешь все там набор. Конечно, может в разбивку, но, как правило, люди едят
обычный обед из 3 блюд, либо ты уже иди в ресторан, где там шикуешь. Тем более, что тогда ресторанов было не очень много, и цены там были заоблачно высокие. Это потом уже при Хрущеве все демократизировалось. А тогда еще сохранялось наследие войны, коммерческие цены, так называемые. Так, в общем, поездка в Ригу. Ну и третий был момент, значит, кроме этого рынка, был тоже это просторно, зелено, солнце. Первый – это квартира, второй – это рынок, на котором рынок, сметана и масло. Простор, солнце, море. Для меня это море возникло. Кофе со сливками. Потом поразило меня электрички. Электрички неправильно сказать. Загородные поезда. Все-таки не были электропоезда. С низкими платформами. В Москве уже были высокие платформы. Тут были удобные вагоны, и было удивительно подниматься по ступенечкам снизу. Причем у них была своя конструкция, и мы ездили на Рижское взморье. Никакой Юрмалы, меня просто тошнит от слова Юрмала. Для меня русское название этого места – Рижское взморье. Это так называлось всеми. Причем мама, которая жила в Риге, никакой Юрмал не существовало. Существовало Дзинтаре, Майере, Болдере. Но все это объединялось Рижское взморье. Не было такого слова Юрмала. А сколько ты там не был? В Юрмале или на Рижском взморье? Я был там первый раз в 50-м году. А последний? А я больше на Рижском взморье не был. Я был в Прибалтике, но не на море. Вот. Потом был во внутренней Латвии, это отдельно. И был вот такой вот город свободный, много зелени, цветов. Одно из впечатлений: в центре города большой цветник, и в этих цветах сидит огромный толстый кот. И вот по этому городу ходит мама, там они куда-то выезжают в какие-то знакомые места, им пытаются вспомнить детство, где-то за городом находят, где они жили. Игнас, видимо, взял отпуск. И его уволили, вышел на пенсию. Он пенсионер. Он уволился, молодой пенсионер. Ему дали подъемные. 45 лет. И одно из первых его мероприятий с этих, некоторая часть из полученных отпускных или так будет, выходного пособия он использует для того, чтобы поехать с любимой сестрой на родину. Очень хорошо. И в частности они едут в порт, о котором тоже у мамы представление, как Рижский порт. Это масса колониальных товаров, масса людей, пароходы, пустой, нету кораблей. Порт Рижский стоит, никаких торговых операций, ничего из того, что было когда-то. Я не был потом, наверное, положение не такое, но в 50-м году это было именно так. Рижский порт не функционировал. И еще один из эпизодов. Мы ходим, это происходило летом, такое, не знаю, какое-то серединное лето. Но я, в всяком случае, на каникулах. И я гуляю с мамой где-то так отдельно. А Игнатьевич, какое-то такое местечко в центре города, где какая-то небольшая речушечка, какое-то ответвление от Даугава. Они на этом мостике беседуют с Игнатьевичем. И Юзик спрашивает ему, как себя вести. А Игнась ему дает советы о том, что вообще будет происходить в ближайшее время. И советует ему вообще не особенно вылезать туда-сюда, и дает определенные рекомендации по поведению, именно связанные с безопасностью, так будем говорить. И мне этому гуляющему мальчику, там где-то рядышком, у меня почему-то уши были какие-то очень длинные, видимо. И мне были интересны разговоры взрослых. В этом смысле я как-то себя, если сопоставлять с какими-то литературными героями, хотя, наверное, не самое лестное делать такое сравнение, я очень многого нахожу между собой и Климом Самгеном. Поделись советом каким-нибудь. А какой-нибудь совет тебе запомнился? Нет, понимаешь, ситуация какая? Что бы я сейчас не сказал, все равно это будет неправдой. Потому что я просто не помню точно ни слов, ни выражений. Я понял, что один человек взрослый проявляет тревогу, не зная, как ему жить и что делать. А другой человек, используя определенные знания, которые не все могут обладать, он ему рекомендует. И тот прислушивается и понимает, что да, надо так поступать. И тогда ты
более-менее сохранишь свое положение. Вот это было понятно. В каких это выражениях, в какой конкретике, не знаю. Значит, это в данном случае... Если хочешь, состояние ребенка, наверное, во многом сравнимо с состоянием собаки, потому что собака тоже угадывает, что происходит. Я начинаю что-то одевать, и пес знает, что мы пойдем гулять. Или я начинаю что-то такое делать, он знает, что надо отойти от меня подальше. Вот на каком-то таком уровне познания мира детское сознание работает. Или чувствование, не знаю, как это лучше назвать. Я не стал бы называть телепатией, это более включенная. Телепатия предполагает некое отключение одного от другого. Здесь работает все. Причем именно приходит знание без осознания очень часто. И осознание иногда приходит позже. То есть человек может вспомнить что-то из детства и понять, что вот что, оказывается, имелось в виду. Потому что он может сопоставить уже с собственным опытом. Ну, короче, вот эту вот беседу двух взрослых людей, один из которых уже ушел на пенсию, и он молодой, еще вполне мужчина, а второй давно уже, так сказать, мог бы уйти на пенсию, но... Ну, подожди, Игнасю было 45 лет. То есть, да. А второй, ну, насколько он там его старше? Ну, на 5, на 6 лет. Ему к 60 годам было. Ему, вообще говоря, можно было не думать. Я тебе говорю, что, скорее всего, 19 века. Ну, это, может быть, 99-й год. Ну, хорошо, за 50. Да, ну, 50, да. Да, да, ты меня остановила правильно. Да. Я думаю, что... Он еще функционировал, все нормально, да? Да, не... Ну, во всяком случае... Там между детьми, насколько я понимаю, не было так, чтобы 10 лет... Там. Как это не было? Ну, нет, между последовательными. Если Ванду взять. А, 2-3. Что? Вот именно. Да. Так что да. Но между Игнасем и Юзиком была значительная разница. Ну, там, лет 10. Была Люся. Да. Он, там же еще 2 детей умерло. Ну, короче говоря, он был за моей мамой следующий. Да. И он был предпоследний ребенок. Да, ну, я не говорю про тех, которые умерли, да, не умерли. Да. Последняя была Ванда. Уже совсем поздний ребенок. Да. Вот. А Ванда какого года? Не берусь я сказать. Не берусь. Угу. Она... Я даже допускаю, что она либо 14-го года, либо, может быть, даже уже в России родилась. Ну, нет, 14-го, мне кажется, вот, наверное. Ну, Феликс точно знает, но... Ну, я не берусь сейчас сказать. Для меня она была молодой, красивой женщиной всю жизнь. Вот, и даже как-то так. И очень такой... Вот в отличие от всех остальных сестер, у нее было более раскованное представление о женском счастье, я бы так сказал. Потому что для мамы, например, ну просто вот условно, если у женщины есть ребенок, то она лучше бы не выходила замуж, так будем говорить. Вот такое у нее, что нужно жить ради ребенка. Поэтому вот выйти второй раз замуж, я думаю, что просто не допускалось ею как мысль. Я помню, как она осуждала. Мы жили в квартире номер 19, а в квартире 20 аналогичная, полная симметрия на лестничной площадке. В другую сторону все повернуто, полная симметрия такая. Там одна из соседок оставила своего ребенка и уехала за мужем высланным, не посаженным, а высланным в Ухте, который работал. Все тоже моя любимая Коми. И она оставила ребенка и уехала. Она ее осуждала. И говорила, что можешь, ты можешь как угодно верность проявлять, и действительно она в беде помогает своему мужу, нужно помогать ребенку. Для нее был просто недопустимый поступок. Ну, в общем, Ванда была более свободна в этом смысле. Она так... Личное счастье для нее было важной составляющей жизни, и она, надо сказать, успешно там реализовала как-то в каком-то смысле свою жизнь личную. Кстати, очень последний брак ее был и счастлив, и удачен и для всей семьи, потому да, что... но и Феликса не производит потому что Алексей Николаевич был просто представитель
такой петербургской интеллигенции. Я не убежден, что правильно говорить об интеллигенции, может быть, они чем-то другим занимались, может, каким-то делом занимались. Но, во всяком случае, той дореволюционной культуры петербургской. Вот. И общение с ним, конечно, другой мир. В общем, тоже очень любопытный момент вот с Алексеем Николаевичем связанный. Вообще, тут же и с отцом. Я помню те же самые 50-е годы, немножко даже раньше, вот Игнат Федорович приезжает к нам, отца почему-то нет, он, значит, может быть, даже, кстати, отца и не было в тот момент, потому что он же из Осинников не сразу ему разрешили вернуться с поселения, из высланного превратиться снова московского журналиста. И вот Игнат Федорович приезжает, и мы на диване, я сижу у него на пузе, и он мне дает свой пистолет подержать, поиграть. У меня было определенное, я любил Игнатия, поэтому представление о военном, как о карьере, я не различал тогда, что КГБ это не совсем армия. Был полной убежденностью, что это тоже военный. И, конечно, все эти мальчишеские представления о том, что армия это здорово, быть офицером вообще прекрасно. И вдруг с отцом у меня какая-то беседа, и он мне говорит, что все военные бездельники, меня просто резануло. А тут сходная такая тоже ситуация была. Алексей Николаевич, специалист, очень известный, как-то в своем место занимающий определенное, с какими-то традициями семейными, потому что там были какие-то родственники, братья и тоже занимающийся. А что он был за специалист? Я думала, я не помню, чем он занимался. Он инженером был. Так. И он рассказывает, как он армию прошел рядовым. И меня это чрезвычайно удивляет. Как так рядовой? Для меня рядовой это тот, кто вообще почему-то не может пробиться выше, подняться выше. Что-то не умеет. А я вижу перед собой умеющего, знающего, могущего командовать человека. А он мне говорит, что рядовым, это как раз хорошо. Потому что я потом, благодаря этому меня в армии не задержали. Ну, тут надо сказать, что в армии задержали это серьезные слова, потому что к моменту смерти Сталина в армии было больше народу, чем в момент окончания войны. То есть демобилизация очень долгий процесс был. И, по сути, это был такой уход из армии с пополнением, которое превосходило по численности уходящих в какой-то момент. Все, что я рассказываю, это не плод изучения, это плод ощущений, слухов, если хочешь, того, чем жили люди. Это мемуары, воспоминания, связанные не с изучением источников, потому что я где-то прочитал. Личные впечатления. Это сказано, где-то говорилось, обсуждалось. Это отзвуки бесед того времени, так будем говорить. Но одной из таких бесед того времени я помню, опять-таки, то же самое Желябино, где обсуждается вот эта ситуация, за кого выходить замуж, у кого сын успешен, у кого не успешен. И женщина рассуждает о том, что вот сын физик, вот там он, значит, будет работать по особому проекту. То есть вся закрытость разработки атомной бомбы, бомба в 49-м, а это происходит вот на этих, 49-50-й год, когда атомная промышленность только становится. Вот обсуждается женщинами простыми, у которых есть какие-то выходы через мужей, детей. Короче говоря, что-то... перерыв, повторюсь, меня